Ого. Всем привет из солнечного Крыма. Май месяц, Ялта. Маршрут дня на Айпетре. Полно лодок, уже яхт, шашлыки там вон с правой стороны. Поплыла яхта. Качает. Яхт качает. Ловят рыбку. Температура где-то плюс 20. Начало мая. Люди же ходят в шортах, в футболках. Вигби. Не балуйся. Собачка только что за нами гналась. Что, заедем, посмотрим, что тут на пляже обстановка. А потом уже поедем на Айпетре. Да тут загорают уже по полной. О, тут уже загорают. Ну так, да, нормально.
4 мая. Все, сейчас едем на Айпетри. Так, ну чё, помчали на Айпетри. Вчера мне поставлены новый ремкомплект на задний амортизатор X-Fusion. Еле, блин, нашли. Подходит от Фокса какого-то там, какой-то там, в общем, модели. Вот. Ну, нашли, поставили. Вроде как нормально сейчас работает. Так, тут надо турбо, а тут тоже он дорогу делают. Выехали. О, да тут стелят асфальт новый. Блин. Тут пылюган. Наверное, сейчас подумаем. Может поехать в объезд. Да ладно. Поехали. Тут техники нагнали, нифига себе. Стелят новый асфальт, наконец-то. Наконец-то. Блин, я что-то так оделся на легке. Хоть бы там на Айпетри не замерзнуть. Ну туда как бы еще нормально, постоянно подъем. А вот назад вечерком на спуске, блин, будет, конечно, прохладненько. Ну ладно, посмотрим. Я там с собой взял еще одну кофтеечку. Да, в каком-то веке, блин, здесь постелят новый асфальт. Обалдеть. Это... Да тут никогда его не стелили. Как положили еще лет 20 назад где-то. Так он и лежал. Уже столько ям всяких. Тут наконец-то, блин, да, сделают нормально, по-людски, по-человечески асфальт новый. Тротуарную дорожку он сделали с левой стороны до самой Ялты. Ну то есть, чтобы даже пешком вот комфортно было идти вот с Ялты в Ливадию. Что тут идти? Полчаса и ты уже там. Песня.
Надо переехать. Фу, плюган поднял. Да, молодцы, молодцы. Маршрут наш будет на ЕМТБ. Я думаю, весь маршрут будет на ЕМТБ. Хотя можно было рискнуть на турбо, но дело в том, что на турбо это подъем полностью туда 27 километров, как бы может не хватить. Я еще хочу спуститься потом на озеро. На озеро потом хочу спуститься. Голубое. Вот. И по Царское потом еще. Так что будем ехать на ЕМТБ. Как раз будет не так холодно. Но оно как бы жарко, да, но это если ты стоишь или там сидишь. А если ты едешь, хоть даже и крутишь педали, то скорость держишь другая, не такая, как на обычном. Вот. А на спуске тем более. Так что как-то так. Уть. It's my life. It's my drive. Фух, ну давайте, что вы стали? Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Притопить надо здесь. It's my life. О, фура везет цемент. Так, почем у нас тут бензинчик? 95-й 57 почти. ДТ 60. У нас полные баки. Сейчас мы заправляться не будем. Это потом, может, назад. Заедем, заправимся энергией.
Почем энергия у вас? Мне надо там сколько-то там зарядить. Горы зовут сегодня нас. Да, горы зовут. Тут с левой стороны стройка идет масштабная. Мы сейчас станем. Секундочку. Все, движемся в сторону поворота на Айпетри. Все зеленая, красота. Как раз сегодня проверим полностью наши новые тормоза Shimano Deore XT 4-поршневые. На спусках проверим. Так, перед подъемом переключиться надо. Подъемчик такой. По асфальту подъемов таких нет, чтобы я не заезжал. А вот по лесу, по грунтовым дорогам, там как бы да, есть тут в Ялте такие места, что ты фиг заедешь. Даже с турбо, кнопка турбо даже не поможет. Ой. Во дворы заехали. Это сейчас тут выезжаем уже на Севастопольскую трассу. Но нам надо направо сейчас будет уйти на Айпетри. Что, спустимся? Проверим новый амортизатор задний, как он себя ведет. Ой, давно я не поднимался. Отлично. Все работает отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. Поворот на Айпетри. Начало. Вон даже стоит указатель. А то дорога пошла на Севастополь.
Фу. Ну, пока как бы жарко, да. Пока месть жарко. Как будет дальше, будет видно дальше. Но там явно будет не так, как здесь. Там будет холоднее, блин. Придется одеть там еще одну кофтеечку. А может быть такое, что там наверху будет тихо, ветра нету, и в принципе как и здесь, ну там может на пару градусов температура меньше. Вот. А так в принципе да, должно быть, если там будет тихо, то должно быть чики-пики все. Но бывает такое, что туда приезжаешь, а там ветроганище такой дует, что капец полный. Какой-то санаторий с правой стороны, что ли. На ЕМТБ можно стабильно ехать 20 по более-менее дороге. Ну, без подъемов, такая более-менее ровная. Ну, вот как сейчас. Не, ну хотя да, по ровному у вас тут как бы все равно есть чуть-чуть такой наклончик. Вот. А так, если по чистому ровному, то можно 40 ехать. 40, 50. Смотри, какая трансмиссия стоит. Один там пишет типа в этом на Авито: о, а что ты ездишь на двухподвесе, типа по асфальту, по горам? А я ему пишу: в смысле? А он типа: ну, вот у меня для асфальта типа обычный вел, там тонкие типа там колеса, а для гор типа я езжу на двухподвесе. А я говорю: да не, зачем мне 10 этих велосипедов хоронить? У меня один велосипед, и я езжу везде, и по асфальту, и по горам, и по набережной, где хочу. А вот это когда куча велосипедов, это такое. Может, кому-то и нравится обслуживать там их, за каждым велом там смотреть, покупать отдельно на тот, всякие запчасти. Мне не в кайф. У меня один вел, я катаюсь везде. Ну, по крышке, да, приходится менять как бы чаще, как бы, но все равно. Вот у меня передняя покрышка почти еще новая. Я уже ездил полгода и по асфальту, и по горам. Задняя уже, да, там подстерлась. Ну, где-то через полгода и меняю. Ну, задняя, а передняя еще полгода отходит. То есть год. Так это я при том, что я катаюсь постоянно. Нету там зимой не катаюсь, осенью тоже, типа только катает весной тепло и
летом. Нет, я катаюсь постоянно. Как только время есть, сел и погнал. Так, тут уже джунгли сплошные. Ухо село. Поменять надо сейчас. Ухо. Держи свое ухо. Что-то быстро как-то эти AirPods. Или это уже то, что он у меня долго, сколько ему, года 2 уже, или даже 3. Может, типа, что-то там с этой... С зарядкой или с самими наушниками. Может, надо уже менять. Потому что что-то одно ухо полчаса и уже оно садится. Как-то, по-моему, было больше. Ладно. Посмотрим. Вон какие горы обалденные. Да. Горы зовут сегодня нас. Три часа уже. Где-то в 4 будем на Айпетре. Ну, отсюда 20 километров нам еще ехать на самый верх. Приличненько так. Ну да, здесь, конечно, воздух прохладней, но солнце нормально, я думаю, будет. Форелевое хозяйство какое-то, тут что-то по бане, что-то тут есть. Рестораны, и баня, баньки, несколько штук, что ли. Такое какое-то место интересное у подножья, в самом низу Айпетри, Куйбышева. Да, листвы уже столько. Все заросло уже. Кайф, кайф. О! Мошки летают уже, лезут в рот, и в нос, и в рот, и в глаза, и в уши. Везде лезут подлюки. Интересно, что там серебряную беседку сделали или нет. И интересно, момент такой. Сделали они ее, и что там они ее? Палатну теперь тоже сделали. Как и водопад.
Посмотрим. Да, заросло все капитально. А ну дождей сколько вот было как раз перед маем, в конце апреля. Сначала там что-то 2-3 дня дожди были. Потом еще раз. И вот это за неделю где-то оно все вымахало, все выросло. Самый классный месяц май в году. Все зеленое, не так жарко, туристов мало еще. Вот в Крыму, да, самый классный месяц это май. Что температура такая, не холодно и не жарко еще. Вот. Что по туристам, да, еще не все едут, все ж в основном у всех отпуска и всех хотят приехать не только посмотреть на горы, море, а и покупаться еще ж. А в мае в море еще не покупаешься, холодно еще. Где-то градусов 15 водичка. Холодно, да. Это даже еще в начале июня холодное море. Хоть даже и уже температура днем даже там 25, 28, даже до 30 доходит. Ну а толку, когда море холодное. Вот. Да. Поэтому мошки начинают уже в глаза, под люки лезут. Поэтому да, как-то в мае еще мало кто приезжает. Ну, есть приезжают на 2-3 дня, типа там выходные или что такое небольшие. Он поехала пустая машина с этими, которые на Петре поднимают велосипеды. Сейчас они, наверное, будут либо по ягодке спускаться, либо будут спускаться по Иографу. Птицы какие-то летают. Вон водопадик у Чансу, но он еле там, еле-еле. Дождь был последний раз 3 дня назад, там 2 дня были. Ну так он там не прям что целый день шел, поэтому водопад есть, но он такой сейчас мелкий. Самый пик его это ноябрь, вот декабрь, январь, февраль. Ох, машин сколько. Все равно люди пошли на водопад. Ты смотри, сколько машин. И тут стоят он. Что-то выходного вроде нету. Ну, это в основном местные. Праздники ж отменили. Только был выходной вот до 1 мая и 2 уже на работу
И выходные будут 8, 9 и, по-моему, 10 мая. Или 8, или 8, 9. А в том году ж было с 1 по 9 мая были выходные. Пока что все деления. Проехали 11 километров. О, тут бы еще кто дорогу сделал. Ну да. Такая убитенькая дорога. Тут, мне кажется, дорогу не сделают никогда. Или, может, в самую последнюю очередь. Вот и лесок, да. Все закрыто. Солнца нету. Прохладненько. Поехали дальше. Переставил батарею. Я хоть шапку с собой взял, на спуске она будет свежо. Да уже чувствую так прохладненько. Что-то я делал легкую ветровку. Надо было чуть теплее одеться. Ну ладно. Еще думал, как одеться. Или так, или так. И оделся так. Маршрут Ялта-Айпетри, Голубое озеро, Царская тропа от Гаспри до Ялты. Получается где-то в районе 55 километров. Вот. О, одно отделение уже переключилось. Проехали 12 км. Вот так вот.
Но оно потому что постоянно подъем. Если, например, ехать в Семиис, либо в Гурзуф, то МТБ сейчас хватает на 17 километров. 16, 17. Вот. Так что... А здесь ты постоянно крутишь вверх. Естественно, хватает на меньше. Вот я держу сейчас скорость 18, 20. На обычном картеле ты будешь ехать 7-10 максимум. Даже не 10, 7 где-то. 7-8, где-то так. Тут получается скорость в 2 раза больше из-за того, что стоит двигатель. Айша. Но у меня был обычный картейл, вот я на нем ездил на Айпетре. Я потом, конечно, отходил 2 дня. Пипец. Это просто жестко. На Айпетре ехать надо на этом шоссейнике. Вот там тоненькие такие колеса. Но и то ты можешь, дело в том, что тут где-то пробить колесо по этим всяким ямам, всяким кочкам, и будешь стоять, колесо латать. Вот. А если на обычном картеле хоть двухподвес, хоть такой обычный, я ж говорю, ездил я потом отходил, блин, долго. Я поднимался, я помню, не помню сколько, но долго. Тут я поднимаюсь за сколько? Ну за час, там, 1,5 максимум. А тогда я помню, поднимался часа 4 где-то. Да. Скорость же маленькая. И ты вот это пыхтишь. Кряхтишь. Долго. Я, блин, помню этот момент. Я потом, кстати, больше не ездил. Ну, потому что, блин, тяжело очень. Не, ну, понятно, что, типа, нагрузка, там, типа, скинуть вес, но... Не знаю. Только на шоссейнике. Ну и то, вот... Проблема с колесами по таким ямам на шоссейнике. Так что да, как-то так. Как-то так. А потом я купил электричку Куб. Фирма Куб. Немец. 500-й аккумулятор. Вот. Встроенный в раму. Но там нельзя было вешать еще один
дополнительный, как бы. Вот. И я что-то поездил, потом смотрю, что, ну, как бы мало, там его хватало на километров 35 где-то, ну 40 максимум при моем весе. Тогда еще в 90 килограмм. Вот. И я потом купил второй аккумулятор, 500-ку тоже. Придумал там, как его на раму вешать. Чехол специально там заказал. В чехол этот второй аккумулятор и на раму. И вот тогда было уже куда интересней. Я уже тогда, помню, ездил уже 50 километров и 60. То есть, как бы уже хоть, блин, куда-то можно было поехать нормально. Ну и, по-моему, в районе 80 километров тоже ездил. Но это именно без зарядки. Чисто сел и за день, типа, маршрут такой. Да. Поездил. Сколько? 2 года он у меня был. Но единственное, мне там раздражало, значит, то, что там аккумулятор, который висел под рамой, он у меня постоянно сползал. Я ничего не мог придумать. Там еще стоял задний амортизатор. И как бы ничего вообще не мог ему придумать. Вот. И, короче, и вот это он мне постоянно сползал, я его постоянно поправлял. На спусках он вообще постоянно у меня сползал. Ну и, короче, так я ничего и не придумал. Ну, чисто постоянно его смыкал. Только он сползет, я его поправлял. Вот. И мне потом уже, я уже начал, блин, думать, что может какой-то вел купить уже дорогой, чтобы встроенный аккумулятор был в раму. И еще можно было ставить, не вешать, а именно тоже, чтобы, ну, то есть, чтобы было 2 встроенных аккумулятора. Вот, искал, помню. Искал. И, короче, друг подсказал, типа, та вот есть такая-то вот модель, у них, короче, встроенный есть и такой, то есть 2. Я потом начал смотреть, искать, ну и нашел Scott, модель Scott. Вот, там еще на одном есть фишка такая, называется Arbea модель. Не помню, чей он там. Вот. И там вот тоже, в общем, аккумулятор встроенный в раму и встроенный еще в раму. Ну, то есть снизу встроенный и сверху. И вот друг купил Arbea, а я купил Scotta. Вот.
Так что вот так вот, да. Ну и тут теперь получается ездишь и аккумулятор стоит четенько, не спадает никуда, не прыгает. Так что как-то так. А мы тем временем подъезжаем к Черепашьему озеру. Что-то машины ездят туда-сюда. Ну тут делать нечего. Надо ехать дальше. Ой. Ой. Кто туда едет, кто назад уже. Фух. Птицы поют, а солнца нету. Все закрыто деревьями.
сделаем привалочный пункт на Серебряной беседке. Ну, чуток постоим, передохнем и поедем дальше. Ну, это ставят тут машины, идут на Голубое озеро. Но дело в том, что здесь тропы нету. Или может... есть, точно ли сделали тропа к Бирюзовому озеру. Не было ж. Вроде как. Отсюда, получается, сверха тоже можно спуститься. Снизу можно подняться к озеру. И сверху спуститься можно к озеру. Но мне кажется, снизу легче. Не такое расстояние снизу к озеру, как сверху. О, собака гавкает. Охрана. Фух. О, какое дерево! Обалдеть! Какое высокое и мощное! А здесь наш поворот. Надо будет его не пропустить потом, когда мы будем спускаться. Это по Ягодке. По Ягодке дорожка, там тропа Ягодка. Фух.
Фух, тут тоже уже все заросло. А везде уже, да, все заросло. Лес уже весь зеленый. Люди спускаются. А мы только поднимаемся ближе к вечеру. Ну да, что сделаешь? Что-то потрескивает в педалях, что ли. Фух. Проехали 18 километров. Еще 7 километров. Ой, камни валяются. Московская область, что ли? Ну, все равно, да, приехали на машинах люди на майские праздники. В основном, наверное, те, ну, бизнесмены, скажем так, те, которые могут себе
позволить уехать и так. Все, уже почти поднялись до Серебряной беседки. Осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть нам. Все, он уже Серебряная беседка за поворотом. Интересно, она еще на реставрации или уже открыли? Сейчас посмотрим. Фух. А здесь прохладненько, я вам скажу. Прохладненько так. И сейчас проверим, что там. Что закрыто, что реставрируют. Еще идет реставрация. Здесь поставили новые вот эти вот такие вот штуки новенькие.
Так, все. Едем дальше. Блин, прохладненько так. — 15:50 уже. Ха! До 4 не успеваем. Хоть бы в 4:30 быть. Ну да, полчаса нам еще где-то подниматься. Да, свеженько так, однако. Свеженько. А вот здесь ручеечек, горная вода, ну не ручеечек, а типа этот, как он. В общем, набирать горную водицу, но она сейчас холодная такая. Так что, ну его в баню. Я лучше выпью чайку потом наверху. Взял чаечек. Ох, тут ветер. Что-то, мне кажется, будет прохладно, блин. Оно ж еще закрыто все лесом, солнца, блин, нету. Получается, едешь все время в теньке. Да, ты смотри, ветер. Собака такой. В Ялте жарко так было. А здесь, блин, ну потому что да, закрыто все. Все закрыто. Хоть на ЕМТБ, блин, еду, не так холодно. Что-то у меня там трещит. Сейчас проедем, будем чай пить.
согреться. Да я еще, блин, думал дома. О, как что-то здесь больше сделали площадь, что ли. Вырубили, что ли, что-то. Я еще дома думал, брать, не брать. Теплее там одежку. Надо было брать. А оно всегда так. Оно так всегда. Маршрутка. Уже не дождусь, когда выйду с этого леса на солнце. Когда выйду на солнце уже. Тоже с откуда приехали. 71-й регион, что ли. Вдвоем едут. Ага, что-то потрескивает. Не пойму, где, в педалях, что ли. В педалях. Так, педали я смазывал недавно вот. О, мы уже на высоте 900 метров над уровнем моря. О, переключилась. 3 деления сейчас. Проехали 22 км. Ну да. 22 км. Еще где-то 4-5. 4-5 км еще. Вот.